торжественное собрание, посвященное столетию со дня образования Союза Советских Социалистических Республик, объявляется открытым. Товарищи, торжественное мероприятие, посвященное столетию образования Союза Советских Социалистических Республик, в главный зал района прибыли посланцы всех сел и деревень, депутаты районного собрания, главы сельских поселений, представители трудовых коллективов и общественности, служители духовенства. Также принимают участие представители Яльчевского и Шемушинского районов. На торжественном собрании принимает участие депутат Государственного совета Чувашской Республики, первый секретарь Чувашской региональной партийной организации, Коммунистической партии Российской Федерации Александр Михайлович Андреев. Первый заместитель главы районного муниципального округа Светлана Алексеевна Чернова. Прошу в зал внести овеянные славою красные знамя Союза Советских Социалистических Республик, знамена Российской Федерации и Чувашской Республики. Российской Федерации
предложение возложить корзину цветов к основанию памятника Владимира Ленина, основателю государства Союзом Советских Социалистических Республик. Приступить к возложению. Для возложения корзины цветов к памятнику приглашаются Николаева Раиса Александровна, Шарафудинов Камиль Бедердинович, Фролов Николай Гурьевич. Слово для торжественного доклада предоставляется первому секретарю Бакиновского местного комитета Коммунистической партии Российской Федерации Селиванову Николаю Васильевичу. Уважаемые товарищи, дорогие друзья, участники торжественного собрания, в столетие образования Союзом Советских Социалистических Республик мы встречаем условия, когда нашей большой Родины на мировой карте нет. То великое историческое чудо было выстрадано, сконструировано, построено влиятельными трудами и подвигами нескольких поколений наших отцов и дедов. И такими подвигами следовало бы гордиться. Подвигом возрождения и созидания, подвигом дружбы народов, подвигом единения и разгрома фашизма, подвигом подлинной солидарности всех народов, независимо от их религиозной и национальных предпочтений, подвигом того, что создана единая и новая общность народа, советский народ. Сегодня, в день столетия, оценивая советский период, мы должны все без исключения поклониться тем советским годам, поклониться мертвым и живым, поклониться за тот нечеловеческой силы подвиг. Напрашивается вопрос, из какого же несуществующего в природе материала были сделаны эти люди? Советский опыт дал ответ и на этот вопрос. Название этого материала – социалистическое устройство государства. Я не ставлю перед собой задачу давать оценку столетнему юбилею. Она дана всей мировой истории и самим советским и ныне живущим народам. Сегодня с высоты столетнего юбилея, как на мировых весах, отчетливо видно, что означал Советский Союз в первую очередь для рабочих и крестьян, для трудящихся. Труд без эксплуатации и принуждений. Не прибегая к большим цифрам, хочу лишь подчеркнуть, что вся история современной России не смогла достичь и половины того, чего достиг за такой же период Советский Союз. Советский Союз демонстрировал небывалую передовую науку, культуру всех отраслей экономики. СССР давал 20% всей мировой продукции. Трансформацию страны, начиная от Сахи до космических высот, человечество еще не знало. Вот уже как нет Советского Союза 30 лет, но мы до сих пор живем подвигами той страны и сидим на плечах той индустрии, которая создана Советами как форма народовластия. Ни один американский чих невозможен был без учета мнения советского государства. Достижения Советского Союза не только поражают воображение, но главное в другом, они глубоко человечны. Советский период нашей истории стал временем стремительного развития и величайших достижений. История человечества не знает такого масштаба социально-экономического развития. Все эти достижения настолько эпохальны,
что все прогрессивное общество будет помнить их и 100, и 1000 лет спустя. По всему миру трудятся на самых высоких государственных постах бывшие иностранные выпускники, студенты Советского Союза. Это большой ресурс, чтобы использовать их в интересах России. Но для этого мы сами сначала должны показать всему миру, что мы не только помним, но и уважаем, ценим и дорожим советским периодом нашей жизни. И вот почему мы считаем, что празднование столетия СССР должно стать общегосударственным делом. Мы все должны сделать, чтобы дата образования Советского Союза имела государственное звучание. Да, дорогие товарищи, друзья, как бы горько не было осознавать, надо признать, нам сегодня не до праздных разговоров. На фоне ведущейся специальной военной операции, казалось бы, настала пора отрезвления, когда особенно необходимо заинтересованно вглядеться в многолетний советский опыт, чтобы все полезное оттуда постараться использовать на благо сегодняшнего и завтрашнего дня. И это необходимо сделать в первую очередь для того, чтобы выжить, просто элементарно выжить, чтобы сохранить Россию как государство с ее величайшей и неповторимой культурой. Несмотря на это, и вопреки логике здравого смысла, все еще не покончено с разгулом антисоветчины. Все еще сила загнанной антисоветской инерции действует, вызывая закономерное возмущение своей несправедливостью или просто лживостью. Сегодня, отмечая столетие Союза, мы в большей степени должны говорить не о том, какими мы были, а говорить, какими мы должны быть. Выступая по поводу десятилетия исторического и военно-исторического общества, президент страны заявил: Российская Федерация прочно ставит заслон против искажения истории. Цитата закрывается. Но как все это уживается с тем, что вечером того же дня на государственном телеканале показывали телесюжет о подготовке к ретро-параду на Красной площади в память о легендарном параде 7 ноября 1941 года. И все это преподносилось для зрителя как организованный в честь отбытия на фронт бойцов Красной Армии, а не вовсе как в честь 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Или, скажем, продолжающаяся обшивка фанерными листами мавзолея Владимира Ленина в День Победы 9 мая. Разве все это не искажение исторической памяти? И вот почему произвольно срывается с языка голос. В какой стране мы живем? С кем вы, Владимир Владимирович, позиционируете себе? Носителем какой истории и правды? Спустя 30 лет после целенаправленных действий по разрушению Советского Союза власть очнулась в поисках некой национальной идеи. Оживились по указке из Кремля общественно-политические институты, проводятся различные круглые столы с участием разных высоколобых чинов. Но идеологию невозможно придумать и представить. Ее невозможно высосать из пальца, не сложить воедино из различных пазлов. Идеологию можно лишь уловить, послушав самого народа. Так, как это сделал Ленин в 1917 году, строя общество равных. Общество, где нет насилия, где нет угнетения сильным слабого, богатого бедного, где люди друг другу как братья. Суть этой идеологии в справедливости и в равенстве. Хочу как главное особо подчеркнуть, именно религия справедливости исповедуется большинством россиян, кто связан свою жизнь с Россией. Отсутствие внятной политики, как во внешней, так и во внутренней, стремительно толкает к переосмыслению происходящего. Нарастают протестные явления. Ошибочно, когда в оценке благополучия страны ограничиваемся отдельно взятым регионом.
Россия одна и едина. Уровень обеспеченности народа по всему спектру должен быть единым, независимо от того, кто где проживает. Конституция Российской Федерации призвана обеспечить единство норм, правил, условий и не допускать при этом прорехов. Это то, без чего невозможно представить страну как единое государство. Россия вновь оказалась перед необходимым выбором пути развития. Нам заново приходится прочитывать классиков Герцена «Кто виноват?» и Чернышевского «Что делать?». Извечные и проклятые вопросы для России матушки. И Ленин в силу своей гениальности дал ответ и на этот вопрос. Как государство нужна не ради президента, она нужна для народа. И это не прихоть отдельного человека. Социалистическое устройство страны – это не дорога в прошлое, а в будущее. Дорогие товарищи, друзья, Чувашская республика из всех своих собратьев в большой семье в рамках Советского Союза получила в своем социально-экономическом развитии больше, чем остальные. Это объясняется не только врожденным трудолюбием чувашского народа, но и ответственной работой советских руководителей, руководителей республики и района. Безмерная им благодарность без какого-либо остатка. Да, нельзя не заметить, как спустя 30 лет вновь под различными сводами стали произноситься слова СССР, социализм, Ленин, Сталин. Да, истории свойственны зигзаги и ошибки. Ошибки масштабные, ошибки недопустимые и менее значимые. Главное уметь вовремя оценить масштаб и глубину ошибок. И власть обязана найти в себе такую политическую волю и встать на путь излечения. И при этом очень важно исправление ошибок малой кровью и людских судеб. Празднуемый нами юбилей самый что ни есть подходящий момент для этого. На пленуме января 1933 года в своем выступлении Иосиф Виссарионович Сталин сказал: «У нас не было черной металлургии, у нас она теперь есть. У нас не было тракторной промышленности, у нас она теперь есть. У нас не было автомобильной промышленности, у нас она теперь есть. У нас не было станкостроения, у нас она теперь есть. У нас не было современного сельхозмашиностроения, у нас она теперь есть. У нас не было авиационной промышленности, у нас она теперь есть». Продолжает далее Сталин говорит: «Все это привело к тому, что из страны слабой и неприспособленной к обороне Советский Союз превратился в могучую в смысле обороноспособности, в страну, готовую ко всяким случайностям». Давайте зададимся вопросом, товарищи, хотя бы для себя. А как мы сегодня выглядим на фоне сказанных слов Иосифа Виссарионовича Сталина? К большому сожалению, эти сталинские оценочные высказывания в нынешних реалиях прочитываются ровно наоборот. Как, например, у нас было, теперь его нет. У нас было, а теперь его нет. И так все по порядку далее. И вот почему далеко не случайно на главной сцене выставлены символы власти того периода рабочие и крестьянка, которые с высоты исторической правоты требуют возврата заводов и фабрик рабочим, землю крестьянам, мир народу. Эти ленинские лозунги как никогда злободневны. Сегодня за крестьянином стоят вымирающие деревни и разрушенные колхозы. За рабочим опустошенные корпуса заводов и фабрик, а народ ввергнут в кровопролитную бойню с недобитыми фашистами и бандеровцами. В звенящем воздухе от напряжения по-прежнему слышен голос матроса Железняка: «Караул устал ждать».
Страна придавлена информационным мусором, крайне реакционного характера. По-прежнему продолжает смердеть Ельцин-центр, разрушая неокрепшие организмы. Это тот самый, который в первую очередь доложил президенту Соединенных Штатов Америки о разрушении Союза Советских Социалистических Республик. И вот почему, когда первый свой визит, государственный визит Ельцин организовал в Соединенных Штатах Америки, его выступление 12 раз прерывали, стоя своими аплодисментами конгрессменов Соединенных Штатов Америки. Велика заслуга его. Это предательство века. Вдобавок ко всему, из школьных учебников исключены «Молодая гвардия» Фадеева и «Как закаляла сталь» Островского. Но вместо них разместили Солженицына, который обратился к политике, когда ему вручали Нобелевскую премию, чтобы они сбросили атомную бомбу на Советский Союз. Не запоздало ли прозрение наше? Логически расставляя все по порядку, приходишь к выводу. Разве все это не разновидность терроризма в отношении собственного народа, в отношении подрастающего поколения? После чего невольно напрашивается вопрос, а есть ли хозяин в доме? И вот почему я счел необходимым обратиться открытым письмом через средства массовой информации к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. За вашими спинками кресел этот материал, он размещен, опубликован. Надо понимать, что Россия и ее народ, познавшая мощь и авторитет советского государства, никогда не смирится с нынешним положением России. История стран и войн не знает другой Брестской крепости и Сталинграда. Слова, написанные кровью солдата: «Умираю, но не сдаюсь», за Сталина, за Родину. Но не можем же мы постоянно эксплуатировать это невидимого героизма народа. Товарищи, нет сомнения в том, что на всемирном суде истории выдающиеся люди с их гениальностью Ленин, Сталин и советский народ будут удостоены самого величественного памятника. А сегодня таким памятником является наша неиссушаемая память. Новый портрет Владимира Ильича Ленина в 21 веке еще не написан. Но хвост для портрета уже натянут на рамки. Время само дорисует портрет вождя, но не без нашего участия. Но неразумно дело доводить до нового 1917 года. Страна нуждается в трезвых умах и трезвых голосах. Преступно держать народ во лжи. Народ пробуждается, он ставит вопрос и сам же пытается ответить на него. Чего самого главного не хватает сегодня России, ее власти? Не хватает умения ставить государственные задачи по-ленински. И не хватает умения решать их по-сталински. Страна должна вернуться в свою лоно. И вот почему мы говорим: да здравствует власть народа. Пусть грядущий год станет годом надежд. Спасибо. Слово для приветствия предоставляется первому заместителю главы администрации Батыревского муниципального округа Челновой Светлане Алексеевне. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые участники сегодняшнего мероприятия. Сегодня действительно мы отмечаем очень памятную и серьезную дату, это 100-летие образования Союза Советских Социалистических Республик. Это все нам очень близко, потому что мы родились в этой стране. В этой стране у нас прошло детство, прошла юность. Мы очень любим свою Россию, гордимся ею. Но с историей не поспоришь, конечно, за 100 лет
Россия прошла очень серьезный путь. И мне, конечно, хотелось отметить вот эти моменты, на которых где-то Николай Васильевич заострил внимание. Конечно же, это огромные стройки. Это БАМ, Днепрогэс, это металлургические заводы, тракторные, автомобильные. Великая Победа. Это действительно очень сильно, громко. Это благодаря героизму и мужеству нашего советского народа. Ну и, конечно, наверное, все со мной согласятся, как мы волновались, когда вступали в ряды пионерии, вступали в комсомол, как учили клятву, как учили устав ЛКСМ, старались не нарушать дисциплину, чтобы быть достойно включены в ряды вот этих организаций. Но эти организации позволили, конечно, пройти очень хорошую школу жизни для множества молодых поколений именно советского времени. И сегодня, возвращаясь уже в наше время, сегодня в год юбилейный для Батревского района, в год 95-летия, мне хочется, знаете, сказать то, что, конечно, вот жизнь района, вот эти 95 лет, они пересекаются, конечно, с историей и СССР. И я хочу поблагодарить каждого из вас за ваш труд, за ваши победы, за ваш вклад в развитие Батревского района. Ну и, пользуясь случаем, в канун наступающего Нового года, разрешите мне поздравить вас, ваши семьи, ваших детей, близких и родных с праздником. Пожелать вам счастья и благополучия, чтобы у вас все в жизни получалось, чтобы все было у нас хорошо. С праздником еще раз. Поздравляю. Слово для выступления от имени ветеранов советских органов и общественности имеет Самакин Анатолий Дмитриевич. День добрый, дорогие друзья, товарищи. Сегодня перед вами выступать, с одной стороны, приятно, с другой стороны, может быть, печально, но я постараюсь коротко высказать свои соображения. Да, мы родились в Советском Союзе, мы выросли, мы получили бесплатное образование, медицинское обслуживание, мы гордо читали Маяковского, стихи о советском паспорте. Мы пели песню, что наш дом на жадность не дом, не улица, а на жадность Советский Союз. Очень много было сделано, о чем было сказано в выступлении Николая Васильевича. К сожалению, после войны за счет российского народа очень много было вложено в Прибалтику. Они жили прекрасно, и видя, как плохо живется россиянам, они возобновили себя, что они вроде бы самые умные, что они самые трудолюбивые, и они первыми начали на путь развала нашего великого государства Советского Союза. Да, в 80-е годы в экономике появились черные, бизнес, люди начали почему-то смотреть со стороны буржуазии современной, и те люди, которые накопили правды и неправды средства, им нужно было выводить капитал с России, и они с целью, чтобы по наследству оставлять власть, по наследству оставлять накопленные, тоже стали на путь ликвидации Советского Союза. Что после этого произошло? Мы с вами прекрасно знаем. Это приватизацию, такая тяжелая. И мы сегодня помним, после этого лихие 90-е годы, ни зарплаты, ни пенсии, пособий,
и в магазинах сегодня. Конечно, это была ошибка, мы прекрасно понимаем, но я уверен, что Советский Союз, может быть, в какой-то другой форме, он все равно восстановится. О чем свидетельствуют сегодня дружественные, значит, политические, экономические и даже военные содружества с родной Белоруссией. Я сегодня, завершая свое выступление, вас всех поздравляю с праздником, с юбилеем. И присоединяюсь к поздравлению Светланы Алексеевны, поздравить вас тоже с наступающим Новым годом. И желаю вам мира и добра. Спасибо. Слово для выступления от имени ветеранов войны и труда имеет Шамсудинова Менсулу Асидуловна. Дорогие товарищи, наступающим Новым годом. Мне одной из многих тысяч женщин района удостоили высочайшую честь выступить от имени ветеранов войны и труда. Могла ли женщина до советского времени думать об этом? Это хорошо отражено классиком чувашского народа Константином Ивановым. Терараман Чуще Барам после Кискетечес. Именно Советский Союз открыл женщине глаза на мир. Мир равенства с мужчинами. И вот почему Николай Васильевич позвонил мне и предложил выступить с этой высокой трибуны. Скажу, не стесняясь, я растерялась, испугалась, что я скажу. И пришло в голову в первую очередь, что я скажу, слова от сердца и души, благодарность той стране, где каждый получил все необходимое для полноценной жизни. То, что родители не могли дать сполна, давало государство. Да так, что и самим уже теперь не верится, что такое могло быть. Сейчас телевидение, газеты пытаются, не спрашивая о нас, увидеть, что жизнь в советское время не соответствовала достойной жизни человека. Причем это пытаются делать те, которые сами во власти. И я приняла предложение выступить хотя бы для того, чтобы заявить, что нет, неправда. Не надо за нас говорить. Мы пока сами в состоянии сказать, это была страна рабочих и крестьян, где каждый чувствовал себя свободным. Да, жизнь в начальный период была нелегкой и нетрудной. Жили в нелегких условиях, но дружно и весело было. Изо дня в день жизнь наглядно улучшалась, и этому не могла помешать даже Великая Отечественная война, которая, наоборот, сплотила все от мала до велика. Встали на защиту великой страны, и эти сравнительные оценки, живя уже в условиях без Советского Союза, в этом очень хорошо убеждаешься. Да, сегодня живем в домах, в крепостях, газ, вода, дорога. Но почему-то все это не согревает души. Нет ощущения завтрашнего дня. В советское время с каждого можно было лепить икону. Даже встречаясь с незнакомыми, улыбались друг другу. Человек обращался к человеку как к Богу. Да, сегодня в магазинах обилие продуктов. Думаю, что пока крестьяне не разучатся возделывать хлеб, мы не останемся без еды. Но не единым хлебом сыт человек. Мы утратили главное того, чем отличается человек от хищного мира. Это потеря равенства и справедливости. Именно отсутствие равенства и справедливости толкнуло народ на революцию 1917 года, столетие которого мы недавно отметили. С уничтожением Советского Союза нас развели по национальным квартирам. Боюсь, как бы дружба между народами и национальностями на деле не оказалась поверхностной. Разрушение Советского Союза породило гораздо больше проблем, чем их разрешило. И вот почему задается главный вопрос.
Почему до сих пор не привлечены к Народному суду главных предателей, разрушителей Горбачева и Ельцина? Может быть, потому что предательство и сдача позиций продолжается и до сих пор. Хочу завершить свое выступление предложением, чтобы поставлен величественный памятник 4 буквам, всего 4 буквам СССР. Но, боюсь, найдется ли на земле такая глыба, из которого можно было бы вырвать эти буквы навека. Я люблю эти 4 буквы, значит, я живу, а значит, я человек. Люди, верьте в лучшее, это единственное условие выживания. Спасибо. Слово для выступления от имени ветеранов партийных и комсомольских органов имеет Синеев Владимир Федорович. Уважаемые товарищи, главным политическим ядром в Советском Союзе была коммунистическая партия. И она стала направляющей, руководящей силой в стране. Под руководством коммунистической партии советский период в истории стал стремительного развития и величайших достижений. Было построено много заводов и фабрик, месторождений, электростанций, и они до сих пор сегодня работают в России. Это все было построено в советскую эпоху. Достижения науки, бесплатное образование, бесплатное медицинское обслуживание, бесплатное жилье и другие социальные вопросы, они все были достигнуты для блага советского народа. Опыт советского государства, Советского Союза, перенялись не только социалистские страны, но и капиталистские страны Запада. Вот в 2008 году мы были во Франции, в Париже, группа депутатов Государственного Совета Чувашской Республики. Но там мы интересовались, как народ живет и так далее, и так далее. И как говорили, она и свидетельство была, друзья. 18 лет живут, все хорошее, это в области образования, медицины там, и другие социальные переняли от Советского Союза. Так, а мы не учимся. Товарищи, в Советском Союзе каждый гражданин с рождения был уже уверен в своем будущем. После окончания школы лучшие ученики поступали учиться в университеты, институты, а других сдали техникумы, профессиональные училища. Практически вся молодежь получила профессию, и все были трудоустроены. Молодые специалисты, как мы все помним, распределились по регионам нашей большой страны, получили подъемные квартиры, жилье, а вот рабочие фабрики, заводов, они получили бесплатные квартиры. Это все было для советского народа. Товарищи, конечно, верным, надежным помощником партии это был комсомол. В истории нет другого мощного нового движения, как это был ленинский комсомол. Это ленинский комсомол, фактически это фундамент для формирования советского человека. Вот мы помним все, на селе тоже такие крылатые призывы были комсомола. Вот, животноводство, ударный фронт на селе, живешь на селе, знай технику и так далее, и так далее. Но годы, мирное время и годы войны, вот, причем коммунистами, комсомольцы шли в бой, на стройки, на целину, в космос и вели за собой молодежь. Товарищи, конечно, комсомол был резервом партии. Многие комсомольские работники выдвигались на советские партийные работы, на руководящие посты предприятий, организаций. Вот если, конечно, можно говорить нескромно о себе, вот я тоже, когда работал в раковом комсомола в аппарате, меня рекомендовали и направили в партийную организацию колхоза Родина. Ну, я избрал секретарем парткома. Был 24 года, было мне 24 года. Может быть, самый молодой был секретарь парткома.
Вот. Самому старшему коммунисту было 82 года, она была 1897 года. Вот такое было доверие и, скажем, до комсомола и уважение. Ну, тут сидит Николай Александрович Егоров, он тоже с комсомольской работы перешел на партийную работу. Избрал секретарем парткома, между прочим, большой партийной организации это было, совхоза Батовский. Вот Мария Юрьевна тоже избрал секретарем парткома колхоза Михайлкова. Нам тогда было всего где-то 24-25 лет. Вот такое было доверие комсомолу. Товарищи, сегодня, конечно, много сейчас сидят, конечно, ностальгии по тем временам. То, что было в советское время, конечно, нам не вернуть. Нам просто остается мечтать такая. Мечтать. Ну, сегодняшнее, что я могу сказать? Будущее России. Конечно, будущее России, в моем понимании, это возвращение, восстановление справедливости, народовластия и обновленный социализм, учитывающий реалии сегодняшнего дня. С праздником, товарищи! Памятной медалью Центрального комитета КПРФ вознаменования столетия образования СССР награждается товарищ Самакин Анатолий Дмитриевич. Памятной медалью Центрального комитета КПРФ вознаменования столетия образования СССР награждается товарищ Шамсудинова Минсулу Асидуловна. Такой же памятной медалью награждается Синеев Владимир Федорович. Товарищи, есть предложение от имени участников торжественного мероприятия, посвященного столетию Союза Советских Социалистических Республик, принять обращение трудящимся населению нашего района. Пожалуйста. Уважаемые граждане, товарищи и друзья, сегодня, 30 декабря 2022 года, исполняется 100 лет Союза Советских Социалистических Республик. Более в яком мире не было и нет события равного по масштабности и значимости Великому Октябрю. Социалистическая революция 1917 года навсегда останется одним из важнейших событий XX века.
Главным итогом революции стало создание и утверждение первого в мире свободного социалистического государства. В короткий, по историческим меркам, временной отрезок советское государство сумело последовательно одолеть иностранную интервенцию, провести полную ликвидацию безграмотности и культурную революцию, успешную индустриализацию и коллективизацию. Оно создало и первоклассно вооружило подлинно народную рабоче-крестьянскую Красную армию, разгромившую гитлеровский фашизм и японский милитаризм. Эта победа принесла свободу многим народам и государствам от колониальной неволи, позволила сформировать мировую социалистическую систему. Страна Советов впервые в истории человечества закрепила в своей Конституции широчайший набор прав и гарантий. Среди них право на труд и отдых, бесплатное образование и здравоохранение, обеспечение счастливого детства и достойной старости. Именно нашей многонациональной социалистической родине удалось создать лучшую в мире систему образования, здравоохранения, науки и культуры. Первой осуществить прорыв человечества в космическое пространство и укротить атом. Благодаря этой политике Советский Союз на многие годы стал образцом для подражания. Его опыт с радостью перенимали союзники, ему были вынуждены следовать и наши противники. СССР стал гарантом мира и процветания на земле. Победа в построении главного детища Красного Октября, могучего советского государства, были бы немыслимы без гения Ленина и его партии, без мудрости и воли Сталина, без самоотверженного творческого труда многих миллионов героических советских людей. Успехи советской державы изменили наш мир к лучшему. Разрушение СССР дорого обошлось нашей стране и всей планете. А значит, остановить сползание современного мира к глобальной войне можно только одним единственным способом – возрождением на социалистической основе союза наших братских народов и всех, кто захочет быть рядом. В основе развития человечества должен лежать поворот справедливости, указанный Великой Октябрьской социалистической революцией, сделавшим мир лучше. Только опираясь на лучшие достижения советской эпохи, можно дальше развивать Россию. Только так можно обеспечить обновление мира. Слава великому советскому народу, поколению творцов и победителей! Товарищи, вношу предложение. Ваши дружные аплодисменты принять единогласное решение о принятии обращения к трудящимся. Спасибо. Торжественное собрание, посвященное столетию со дня образования Союза Советских Социалистических Республик, объявляется закрытым. Let's
этого праздника. Через несколько минут начнется второе отделение, художественная часть юбилейного торжества. Создание и утверждение первого в мире свободного социалистического государства, спаянного на основе равноправия и справедливости, стало общим домом рабочих и крестьян более 100 народов и народностей, проживающих на 1/6 части территории земли. Не канула советская страна в немую историю. Она и по сей день отзывается своим созидательным примером в труде коллективов народных предприятий, благодарной памятью россиян и сегодня воспитывающих своих детей по добрым советским традициям. Столетний юбилей СССР по всей стране проводится не случайно. Он позволяет мобилизовать все слои общества и опереться на все лучшее, что было в нашей вековой истории. Предлагаем вашему вниманию просмотр видеоролика «Моя Родина СССР», посвященного столетию со дня образования Союза Советских Социалистических Республик, показывающего в художественно-композиционной форме хронологию основных исторических событий становления и развития страны Советов в течение прошедших 100 с небольшим лет, начиная с Великой Октябрьской социалистической революции по настоящее время. Внимание на экран. Седьмого ноября 2017 года исполняется столетие Великой Октябрьской социалистической революции. Столетняя история этого события связана с героическими страницами борьбы нашего народа за свободу, независимость и становление советского государства. Год столетия революции – хороший повод вспомнить о том, что это событие оказалось переломным не только для российской, но и для всемирной истории. Президент Владимир Владимирович Путин сказал: в истории России было очень много тяжелых и кровавых событий, но это то, через что мы прошли и что мы обязаны знать. Великая Российская революция 1917 года навсегда останется одним из важнейших событий XX века. Октябрьская революция решающим образом изменила пути исторического развития России и оказала громадное влияние на развитие народов всей планеты. Сегодня мы перелистаем страницы Великой Октябрьской революции и узнаем, как это было. Наших сподвижников юные очи, может ли бит эшафота пугать? Битве великой не сгинут бесследно, павшие честью воина людей, их имена слышны песни. Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! История навсегда сохранит неповторимую картину, которую являла собой Великая революция. Дул сырой холодный ветер, в тумане мигали редкие фонари.
В ночном мраке сверкал огнями Смольный, штаб восстания. К нему с надеждой обращались взоры истрадавшихся рабочих и солдат, жаждавших мира, земли, справедливости и свободы. Великая Октябрьская революция, совершившаяся рабочими и крестьянами, обнажила конфликт, возникший между гражданами одного государства, одного социалистического строя и даже одной семьи. Шла гражданская война. Старая российская армия остановить врага не могла. Она практически прекратила свое существование. В этой ситуации в стране была развернута массовая мобилизация с целью создания новой армии. Только что созданные полки Красной армии отправлялись на фронт. Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону. Уходили комсомольцы на гражданскую войну. Уходили, расставались, покидая тихий край. Ты мне что-нибудь, родная, на прощанье пожелай. И родная отвечала: я желаю всей душой, если смерти, то мгновенной, если раны небольшой. От Москвы до самых Дунай, звездных гор до северных морей, человек проходит как хозяин. Перед молодым государством, раздираемым последствием гражданской войны, остро стала проблема создания единой страны. 30 декабря 1922 года на Первом съезде Советов были подписаны декларации о создании СССР и союзный договор. В состав Союза вошли 15 братских республик. Все союзные республики жили дружно, осознавая себя единым советским народом. Пусть у каждого и была своя национальность, их объединяла одна страна, одна любовь к этой стране. Хорошо над Москвою веков услыхать соловья. Надежным помощником советского народа был комсомол. В его рядах выросли миллионы активных строителей общества. В трудную минуту для страны комсомольцы были в первых рядах и оказывали всяческую помощь, и не раз получали ордена и медали. Молодые коммунисты и комсомольцы, бывшие руководители скаутских отрядов, принявшие революцию, объединяли детей-сирот, беспризорных и работающих детей в группы и отряды при заводах и фабриках по всей стране. Так образовались пионеры. Солнце порой предрассветное, только так можно счастье найти. Строились новые заводы, началась коллективизация сельского хозяйства, была образована
Государственная комиссия по электрификации России. Жизнь в новой стране развивалась. Ничто не предвещало беды. Близится эра светлых годов! Клич пионера всегда будь готов! Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. Великая Отечественная война являлась составной частью Второй мировой войны. В нее было вовлечено более 60 государств Европы, Азии, Америки и Африки. Несмотря на огромный пространственный размах, судьба Второй мировой войны решалась на Советско-Германском фронте. Советский народ мужественно выстоял в этой страшной войне. Героизм проявляли те, кто оказался в воинских частях: Гастелло, Талалихин, Матросов, Моресев, Покрышкин, Гажедуб, Клочков и многие другие воины под предводительством выдающихся советских полководцев своей героической борьбой с врагом стали олицетворением высокого патриотизма советских людей. Труженики тыла каждый день своим самоотверженным трудом приближали великую победу. За время войны миллионы советских людей награждены орденами и медалями. Более 11 тысяч воинов удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них Герои Советского Союза, уроженец деревни Старые Тойси Павел Ефимович Кузнецов и уроженец деревни Долгий Остров Рахимов Баги Забгетович. Полные кавалеры Ордена Славы уроженец села Сугуты Кариков Порфирий Герасимович, уроженец села Батрево Табаков Александр Порфирьевич и уроженец села Чкаловское Тухветулов Бедерден Садридинович. «9 мая 1945 года
Эту войну мы выиграли, и быть по-другому не могло. Мы защищали свою родину, своих близких людей, свои дома. Именно поэтому мы победили. Советский человек боролся за жизнь тогда, когда другие хотели невинных смертей. На глазах. День победы, день победы, день победы. В первые послевоенные годы главной задачей было восстановление разрушенного народного хозяйства. Война нанесла экономике СССР колоссальный урон. Советской властью было решено провести незамедлительные восстановительные операции промышленного и сельскохозяйственного производства. Широким фронтом начались лесопосадочные работы и освоение целинных земель. Множество юношей и девушек из разных городов и сел страны отправились на освоение целины. Мою любимую в степном краю вьется дорога длинная. Здравствуй, земля целинная, здравствуй, простор широкий, весну и молодость встречай свою. После запуска на орбиту советского искусственного спутника было положено начало великой задачи покорения космоса. Советская страна опередила всех. В 1961 году корабль «Восток» унес на орбиту первого в истории космонавта Юрия Гагарина. В покорении космоса есть и у Чувашской земли великая заслуга. Ведь на его землях родился и вырос третий космонавт в истории человечества Андриан Николаев. Годами припомним мы с друзьями, как по дорогам звездным вели мы первый путь, как первыми сумели достичь заветной цели и на родную землю со стороны взглянуть. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды на пыльных тропинках далеких планет. Советская страна по-настоящему начинает жить и делать великие успехи и в экономике, и в науке, и в образовании, и в здравоохранении, и в культуре, и, конечно же, в спорте. СССР – когда-то великая держава, занимающая ведущие позиции на карте мира по своим размерам, единой наполненности, колоссальности природных ресурсов, многонациональности. Огромная страна держалась на сильнейшей идее – построить светлое будущее. Но главные идеологии страны старели и уходили из жизни. Сегодня, 7 ноября 2017 года, исполняется 100 лет Великой Октябрьской социалистической революции. Более века в мире не было и нет события, равного ей по масштабности и значимости. Прошедшие 100 лет показали, что существует живая преемственность в развитии страны от Российской империи к Советскому Союзу.
и далее к Российской Федерации. Причем советская эпоха, наступившая вслед за революцией 1917 года, ознаменована гигантскими достижениями. Сегодняшнее поколение должно видеть в них силу человеческого духа, героизм предков. Именно так возможно добиться преемственности в истории и строить современное общество. Об истории нашей судить очень сложно. Было много в ней бед и великих побед. Только если о прошлом у нас знаний нет, то вперед продвигаться в стране невозможно. Чтоб Россия пошла по дороге прогресса, обязательно все мы сегодня должны знать прекрасно историю нашей страны и уметь постоять за свои интересы. Небо утреннего стяг, жизни важен первый шаг. Слышишь, веют над страною ветры яростных атак. И вновь продолжает собой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Весь летит во все концы, вы поверьте нам, отцы. Будут новые победы, станут новые бойцы. И вновь продолжает собой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. С неба милости не жди, жизнь для правды не щади. Нам, ребята, в этой жизни только с правдой по пути. И вновь продолжает собой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Ни весной снегопад, ни рыбеден, ни богат. Нами юностей планеты наш всемирный стройотряд. И вновь продолжает собой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Продолжает собой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. На сцене хоровая группа Батлевского народного ансамбля песни и танца. Художественный руководитель, заслуженный работник культуры Чувашской
Октябрьской Республики и Российской Федерации Анатолий Шакин. Баянист, аккомпаниатор, заслуженный работник культуры Чувашской Республики Петр Никитин. Музыка Филиппа Лукина на стихи Геннадия Митина «Ленин Яджа». Имя Ленин. Он в борьбе и в труде вместе с вами. С ним мы счастье свое обрели. Светоч мира, победное знамя и надежда народов земли. Ничего не дороже на свете, величавее нигде не найти. Маяком человечеству светит, открываем планетам пути. Музыка Григория Пономаренко, слова Ильи Сычева «Родина». Thank you.
Музыка Исаака Дунаевского, слова Михаила Лясенко «Моя Москва» исполняет за будни культуры Чувашской республики солист народного ансамбля песни и танца Владимир Шерданов. Я по свету немало хаживал, жил в землянках, в окопах тайне. Бессторонним был дважды заживо, знал разлуку, любил в тоске. Но Москвой я любил гордиться, и всегда повторял я слова: дорогая моя столица, золотая моя Москва. Я люблю подмосковные рощи и мосты над твоею рекой. Я люблю твою Красную площадь и Кремлевский курантов бой. В городах и городских столицах от тебе не умолкнет Москва. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Мы запомним суровую осень, скрыто танков и отблеск штыков, и в веках будут жить 28 сынов, и врагу никогда не добиться, чтоб склонилась твоя голова, чтоб столица золотая моя Москва. Золотая моя Москва. Музыка Анатолия Новикова, слова Сергея Алымова «Россия» исполняет заслуженный работник культуры Чувашской республики Валерий Фролов. Где найдешь страну на свете, краше родины моей, все края земли людей на свете.
Музыка Александра Бахмутовой, слова Добронравова. 14 минут до старта исполняет солист хора ветеранов. Планшеты, космические экраны, и штурман уточняет последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, споемте перед стартом, у нас еще в запасе 14 минут. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Давно нас ожидают далекие планеты, холодные планеты, бездонные поля. Но ни одна планета не ждет нас так, как небо. Планета дорогая по имени Земля. Я верю, друзья, караваны помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Давно нас ожидают холодные планеты, бездонные планеты, холодные снега. Но ни одна планета не ждет нас, как эта планета дорогая по имени Земля. Верю, друзья, караваны помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Спасибо! На сцену приглашаем Кузнецову Надежду с песней «Новогодний вальс». На слова Владимира Малкова, на стихи музыка Юрия Слонова. Ой,
коня» исполняет солистка Батринского народного ансамбля песни и танца Лариса Федорова. Встречайте! И чудно поплелись дома. Это в городе тепло и сыро, это в городе тепло и сыро, а за городом зима, зима, зима. И уносит меня, звенящую снежную даль. Три белых коня, три белых коня, декабрь, январь, февраль. И уносит меня, звенящую снежную даль. Три белых коня, декабрь, январь, февраль. Зима раскрыла снежные объятия, и до весны все дремлет. Только елки в новогодних платьях, только елки в новогодних платьях. Все бегут, 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 бегут. И уносит меня, звенящую снежную даль. Три белых коня, три белых коня, декабрь, январь, февраль. И уносит меня, звенящую снежную даль. Три белых коня, декабрь, январь, февраль. Остыли реки, земля остыла, но я мороза не боюсь. Это в городе мне грустно было, это в городе мне грустно было, а за городом смеюсь, смеюсь, смеюсь. И уносит меня, звенящую снежную даль. Три белых коня, три белых коня, декабрь, январь, февраль. Уносит меня, звенящую снежную даль. Три белых коня, декабрь, январь, февраль. Декабрь, январь, февраль. Декабрь, На сцену приглашаем Рамилю Измединову с татарской песней «Мы молоды душой». Thank
Дунаевский «Заздравлено». Исполняет солистка Батринского народного ансамбля песни и танца Елена Лисицына. Встречайте. Oh
заслуженный работник культуры Чувашской Республики Петр Никитин.
Герман Лебедев «Мир Юры». Вокально-хореографическая композиция «Весна 45-го». Thank you.
Уважаемые товарищи, дорогие друзья, вот и подошло к концу торжественное мероприятие, посвященное столетию образования Союза Советских Социалистических Республик. И мне в первую очередь хотелось бы поклониться вам в ноги за то, что вы пришли и приняли участие. Без вас невозможно было состояться этому величественному празднику всему человечеству. Я вам желаю каждому здоровья и долгих лет жизни. В таком же порядке мне хотелось бы обратиться словами благодарности нашему знаменитому большому коллективу под руководством Шакина Анатолия Степановича. Песни и пляски, за ваши проникновенные слова, которые звучали в ваших песнях. Вы своим исполнением вернули нам ту светлую нашу жизнь и память о Советском Союзе. Да пусть Бог хранит вас и дарует вам на долгие-долгие годы жизни здоровья, счастья, чтобы вас радуют вам самые близкие друзья, чтобы вы были довольны самим собою. Помните, товарищи, люди, пока что в наших сердцах бьется память о нашей великой Родине, значит, Россия еще жива. Покуда в России и в центре жива память о Ленине, Сталине, значит, у России и есть будущее. Но у России нет будущего без нас с вами. Спасибо вам за этот праздник, то, что мы сделали. Всего вам хорошего. Еще раз спасибо. Николай Васильевич, вы меня уж извините, что я без этого. Мы ваши соседи из Чемушкинского района.
как бы вам сказать, не было другой возможности встать и выбежать и сказать слова восхищения. Во-первых, спасибо, Николай Васильевич, вам и вашим товарищам, которые помогли организовать такое мероприятие. Прям вот искренне большое вам спасибо. И очень большое спасибо участникам художественной самодеятельности. Такое получили удовольствие мы от вашего выступления. Прям просто я и не вырвалась, и даже браво закричала. В общем, вам здоровья в новом году. Пусть Новый год будет лучше, чем старый год. Пусть исполнятся у нас мечты, потому что мы мечтать всегда должны. В общем, всего вам самого доброго. Владимир Ильич Ленин правильно сказал, искусство принадлежит народу. Народ поет, народ слушает. Дорогие товарищи,